Единственный государственный банк Республики Абхазия – Сберегательный банк. В его функции, в частности, входит своевременное обеспечение населения пенсиями, другими социальными выплатами и заработными платами. В 2017 году копившиеся десятилетия проблемы привели его в кризисное состояние, которое грозило обратиться банкротством и, как следствие, социальным взрывом в стране. В ноябре 2017 года Национальный банк Абхазии принимает решение ввести в Сбербанк временную администрацию для стабилизации ситуации и финансового оздоровления. Принятые меры позволили избежать банкротства крупнейшего банка страны, выйти из состояния кризиса, улучшить ситуацию с возвратом долгов и исполнением платежей. Здравствуйте, Беслан Владиславович. В новом выпуске нашей передачи мы рассказываем о ситуации в Сбербанке и о проблемах, которые привели его в такое тяжелое финансовое положение. В декабре 2014 года вас назначили председателем Национального банка Абхазии. В каком состоянии находился тогда Сберегательный банк и что предшествовало решению о введении временной администрации в Сберегательном банке? Здравствуйте. Сберегательный банк последние несколько лет, за много до 2014 года, находится в состоянии убытков. И проблема, связанная с эффективностью, она только обострялась. И уже в 2014 и в 2015 годах было понятно, что что-то идет не так, потому что проблемы, которые существовали в банке, они стали видны не только сотрудникам банка, не только специалистам, но и простым гражданам, которые имели отношение к Сберегательному банку. Речь идет о простых людях, пенсионерах, которые своевременно не могли получать пенсию, о платежах, которые задерживались, ну и так далее. В 2016 году, буквально второй год получается, как я стал председателем Нацбанка, мы ввели туда институт кураторства с тем, чтобы понять, что происходит в Сберегательном банке, выявить причину того, что есть. И стало очевидным, что так дальше быть не может, потому что невмешательство в деятельность Сбербанка просто могло бы обернуться катастрофой для страны. Ведь речь идет не только о Сберегательном банке. Сберегательный банк – это главный системообразующий государственный банк страны, на который приходится более 50% банковского рынка, банковского сектора. И, безусловно, коллапс этой системы сразу отразился бы и на Нацбанке, и на других коммерческих банках, и в итоге парализовало бы всю финансовую систему. Соответственно, было принято решение о введении временной администрации как крайней меры, потому что в противном случае речь могла идти об отзыве лицензии и закрытии Сберегательного банка, объявлении его банкротом. Но мы понимаем, что это государственный коммерческий банк, и это даже сложно представить, чтобы государство обанкротило единственный государственный банк. А банкротство было связано с тем, что ресурсы, которые были Сберегательного банка, были неэффективно использованы, были большей частью розданы в виде кредитов, которые в итоге стали невозвратными. И, соответственно, это привело к тому, что у банка остались обязательства перед вкладчиками, перед клиентами, а активных ресурсов, чем можно вернуть деньги, оказалось крайне недостаточно. И поэтому до введения временной администрации был заключен контракт годовой с прежним руководителем Сберегательного банка, при котором были представлены условия, при которых он может работать в Сберегательном банке. Была поставлена задача оптимизации работы, сокращения расходов, повышения эффективности, но в этом направлении работа не развивалась, и не дожидаясь окончания срока годового контракта, Национальный банк принял решение о введении временной администрации с главной целью оздоровить ситуацию в Сберегательном банке. Когда мы ввели временную администрацию, в стране начались панические настроения, вкладчики, клиенты, и начался наплыв людей, которые снимали деньги со Сберегательного банка. И так, у которого отсутствует дефицит ресурсов, в первые дни десятками миллионов рублей клиенты банка снимали деньги с тем, чтобы сохранить свои сбережения, сохранить свои ресурсы. Но благодаря тому, что Национальный банк влил в тот период в Сберегательный банк около полумиллиарда рублей в виде коротких кредитов с тем, чтобы стабилизировать ситуацию, волна панических настроений
ушла на второй план, и значит, озвученная политика Национального банка направленная на то, что сберегательный банк должен жить, и он будет жить, станет эффективным банком, она в итоге потихонечку стала формировать доверие к сберегательному банку. И, значит, эту задачу мы решили на первом этапе. Далее началась вторая проблема, сложная. После того, как была введена временная администрация, после того, как мы убрали эти панические настроения и волны по снятию денег, вторая задача заключалась в том, чтобы изучить состояние дел в Сбербанке. Потому что, как в итоге выяснила временная администрация, как выяснили сотрудники Национального банка, очень часто информация, которая в отчетности предоставлена, была, значит, сберегательного банка, она не соответствовала действительности. Честно говоря, я хотел бы выразить благодарность VIP-клиентам сберегательного банка, это Роснефти, Винзаводу, Аквафону, таким серьезным компаниям, которые с пониманием отнеслись к тем проблемам, которые были в Сбербанке. Мы выработали алгоритм взаимодействия, и благодаря тому, что они понимали проблемы Сбера, учитывали сложности, которые есть, нам потихонечку удавалось выстраивать схему работы таким образом, чтобы мы пришли к тому состоянию, в котором сегодня находится сберегательный банк. Если сберегательный банк не научится и не сможет зарабатывать деньги, то он в итоге все равно не сможет выйти из этой ситуации. Это как бы оттягивание проблемы, которая существует. Поэтому параллельно с этими мероприятиями были, значит, разработаны программы, направленные на получение дохода сберегательного банка. Но тут смотрите, что получается. В сберегательном банке огромное количество вкладчиков, которые держат средства, которые получают проценты, но львиная доля денег, которые привлечены были в Сбербанк, ушли в безнадежные кредиты. То есть они, по сути, выданы заемщикам, которые уже, скорее всего, никогда не вернут деньги, потому что многие умерли, многие выехали из-за предела Абхазии, исковая давность прошла, а это почти 500 миллиарда рублей, более полумиллиарда. Но дело в том, что эти деньги, которые, по сути, так сказать, попали в статус безнадежных, безвозвратных, это для банка безвозвратный, но мы же не можем заявить вкладчикам, что ваши деньги выданы в безвозвратные кредиты, и вы их никогда не получите. И получается, сегодня сберегательный банк должен зарабатывать и, значит, платить проценты вкладчикам, которые ранее принесли деньги. Но что мне нравится, что наше население с доверием отнеслось к политике Национального банка, и об этом говорят цифры и статистика. Не в смысле там слова людей, благодарности, а отношения клиентов банка. То есть, зная о том, что в сберегательном банке такая сложная ситуация, но и в то же время понимая, что сберегательный банк находится под строжайшим контролем со стороны Национального банка, ну, можно так это характеризовать, что население доверилось политике, которую проводит Национальный банк. И лишь благодаря тому, что сберегательный банк смог привлечь сотни миллионов рублей в виде вкладов и предоставить их заемщика в виде коротких кредитов под обеспечение со 100% возвратностью, по сути, сберегательный банк смог закрыть прошлый год с маленькой, но тем не менее прибылью. То есть признаки оживления налицо. Сегодня можно сказать, что практически проблема с платежами решена. Вот что касается временной администрации, она проработала полгода. Да. Верно? Вот какие объемы выявленных проблем были и с какими сложностями столкнулись сотрудники Нацбанка вот во время работы временной администрации? Было ли противодействие от кого-либо? Ну, безусловно, противодействие было. Естественно, что реформы, вы понимаете, как получается, мы все в стране говорим о реформах, об изменениях и так далее, но когда предпринимаются какие-то меры, да, в рамках тех или иных реформ, это всегда сопротивление. Если реформы не сопротивляются, не сталкиваются с сопротивлением, значит, это не реформы. Да? Поэтому, естественно, нужно понимать, что и сопротивление было, и недовольство было, потому что меняется формат взаимодействия, меняется принцип работы. Но у нас как бы не было другого пути. То есть перед нами стояло два пути. Либо объявляем Сбербанк банкротом, и все теряют, либо, несмотря на любые сложности,
вот на любые сложности. Нужно идти вперед, нужно развивать систему, нужно увольнять людей, нужно нанимать новых, нужно проводить сокращение штатов, оптимизировать. Понятно, все сложно, потому что в Абхазии даже увольнение одного человека сопровождается серьезными какими-то социальными потрясениями, ну как-то немножко все это болезненно происходит, но тем не менее без этого невозможно. Ну и это то, что касается кадровой стороны вопроса. Бухгалтерский учет нужно было поставить, перевод на новую программу, инвентаризацию счетов провести, инвентаризацию остатков на кор-счетах. Ну, много на самом деле очень работы было сделано. Это было нелегко, безусловно, но тем не менее мы видим, что вот такие позитивные изменения происходят. Основания назначения временной администрации отражены в статье 18 Закона о несостоятельности, банкротстве кредитных организаций. Таким образом, Банк Абхазии был обязан отреагировать на ситуацию в Сбербанке путем ввода временной администрации, в том числе в целях недопущения дальнейшего ухудшения финансового положения Сбербанка. Были выявлены следующие проблемы. Первое. Нарушение Сбербанком нормативов текущей ликвидности. Второе. Снижение собственных средств капитала более чем на 30%. И третье. Неисполнение обязанностей по уплате платежей в установленные законом сроки. Все это привело к задержкам исполнения платежей в бюджет и в небюджетные фонды более чем на 78 миллионов рублей. Также были выявлены неисполненные иные платежи клиентов на сумму более 118 миллионов рублей. В том числе присутствовал дефицит наличности в банкоматной сети Сбербанка Абхазии. Вся банкоматная сеть была в удручающем состоянии. То есть там отваливалось все, от каких-то резиновых присосок до лент. В итоге мы боролись не с отсутствием денег, а с тем, что эти банкоматы не привыкли видеть такие объемы денег вообще. Там 4-5 миллионов разом выдать он не мог. Это все рушилось. Что из себя представляла работа временной администрации, которая проработала в сберегательном банке с конца 2017 года по середину 2018 года? Это, во-первых, около 20 сотрудников Национального банка, которые были командированы в сберегательный банк. Было сменено руководство по всем основным направлениям сберегательного банка. По сути, кураторство взял Национальный банк. Я вам хочу сказать, что это было нелегко, потому что и Национальный банк не обладал на тот период достаточными ресурсами для того, чтобы осуществить вливание в сберегательный банк, и кадровыми ресурсами, ведь по сути 20 человек, сотрудников Национального банка, которые вынуждены оставить свою работу здесь и находиться в сберегательном банке, тоже не могло не отразиться на деятельности Нацбанка, потому что ресурс человеческий тоже ограничен. И временная администрация, по сути, работала с 9 утра до 11 вечера. Обычно рабочий день выглядел следующим образом. С 9 до 6 до 7 сотрудники Нацбанка находятся в сберегательном банке, и после 6 часов к 7 все приходили в Национальный банк. У меня в кабинете до 9, до 10, до 11 ночи работали и думали, как же прожить завтрашний день, как сделать так, чтобы, выпрямить ситуацию, чтобы не развалить. Мы говорим о том, что сегодня в сберегательном банке стало заметно лучше, чем это было в прошлом году, но до того, чтобы мы говорили отличная обстановка, банк встал на ноги, может самостоятельно работать, к сожалению, пока это достичь не удалось. И более того скажу, что это вопрос не одного года, то есть этот вектор, который выбран, эта политика по оздоровлению банка, она должна продолжаться, и здесь неправильные мероприятия могут быстро всю ситуацию испортить. Поэтому я думаю, что Сбербанк будет в этом направлении дальше работать. Что касается безнадежных кредитов, получается, что Сбербанк, по сути, не рассчитывает на возвращение этих долгов. А вот какие в связи с этим есть планы в перспективе? Может быть, есть целесообразность списать эти безнадежные долги? Вообще после введения временной администрации сегодня постоянно проводится мониторинг состояния кредитного портфеля. Кредитный портфель – это та сумма денег, которую предоставил сберегательный банк своим клиентам. На сегодняшний день это около 1 400 000 000 рублей. Из этой суммы более $500 000 – это
кредиты так называемой пятой категории. То есть есть кредиты первой категории, второй, третьей, четвертой, пятой. Первой категории кредиты — это самые хорошие. Это вот у нас, к примеру, кредиты, которые выдаются по картам АПРА с поручителями. Идеальные кредиты, возвратность 100%, обслуживание хорошее. То есть только за счет этого Сбербанк сегодня и зарабатывает. Там второй категории, когда начинается эта проблема. Пятой категории кредиты — это те, которые уже стало понятно, что ожидать возврата не приходится. Все. По разным причинам. И, соответственно, что делает в этой ситуации банк? Безусловно, что когда-то их нужно будет списать, но поскольку это деньги, которые, в принципе, кому-то принадлежат, источник денег уже существует, то есть это деньги, которые были выданы клиентам, но они в банке появились откуда-то. И тот человек, тот клиент, да, та организация, кто несла эти деньги, они ожидают возврата своих денег назад. Поэтому просто в одночасье списать и забыть так невозможно. Поэтому в практике формируются резервы, которым покрывается кредит. Но по сути, если так объяснить для телезрителей, чтобы было понятно, по сути, сберегательный банк должен заработать прибыль, вот эти сотни миллионов, и за счет этой прибыли списать эти деньги. Говоря о временной администрации, хотелось бы отметить, что много усилий было направлено на то, чтобы прежде всего вернуть так называемые безнадежные суды. Это кредиты, просроченная задолженность по которым составляет более 10-15 лет. И в этом плане во время работы временной администрации было возвращено 35 миллионов рублей. Конечно, после завершения работы этот процесс продолжается и по сей день. Но хотелось бы тут отметить, что в большинстве случаев заемщики шли нам навстречу и старались решить все вопросы, связанные с их долгами, в досудебном порядке. То есть путем, например, заключения о реструктуризации задолженности, составления графика выплат. Была введена так называемая кредитная амнистия. То есть она заключается в том, что по старым кредитам просроченным заемщику достаточно вернуть тело кредита, и при оплате тела кредита, то есть той суммы непосредственно, которую он получил, проценты амнистируются и списываются. И на этом его задолженность будет исчерпана перед Сбербанком. Это кредиты, которые вынесены на просрочку до 1 января 2015 года. Стараемся подходить индивидуально к таким вопросам. Если у того или иного заемщика нет возможности расплатиться единовременно, мы ему предлагаем привязать его, допустим, пенсионную или зарплатную карту, и 50% его дохода идет в погашение его задолженности. Кстати, существует мнение, очень часто это слышно в обществе, что деньги в сберегательном банке — это бюджетные деньги. Вот можете как-то развеять этот миф? На самом деле я полностью с вами согласен, потому что масса людей относятся, психология населения так находится. Просто с этим сталкивался. Сейчас в последнее время мы потихоньку приобщили наших граждан к культуре кредитования, а то понимание так выглядело, что Сбербанк выдает кредиты, эти деньги государственные, вплоть до того, что позволяют сказать, а что вам жалко государственные деньги? Ваши это деньги, что ли, когда мы требуем обеспечения, обязательств и так далее. Но даже если бы это были государственные, все равно нужно относиться к государственным деньгам. А хочу сказать, что сберегательный банк, хоть он и государственным является, он работает на деньги привлеченных, на привлеченные деньги клиентов. Хотел бы объяснить это доступным языком, потому что львиная доля наших заемщиков — люди, которые не имеют экономического образования, не знают особенностей развития банков. Но если сказать совсем просто, вот есть человек один, Иванов, Петров, Сидоров, да, вот у них есть свободные деньги. Они принесли свои кровные заработанные деньги, кто-то пенсию накапливает, кто-то зарплату накапливает, кто-то в течение летнего сезона заработал деньги на сдаче комнат. Да, вот они приходят в банк
и сдают эти деньги под проценты, так как у нас говорят, да, в населении. То есть депозитный счет открывают и заключают договор. Соответственно, банк, сберегательный банк, который привлек эти деньги от населения, платные деньги, банк обязан людям вернуть их деньги с процентами, располагает вот этими ресурсами, которые идут в виде кредитов для заемщиков. Поэтому, когда, грубо говоря, заемщик по фамилии Иванов приходит в банк с тем, чтобы получить кредит, он должен понимать, что это деньги не государственные, не бюджетные деньги, а эти деньги его, грубо говоря, соседа или там знакомого другого Иванова, или Петрова, который ранее принес деньги в банк. И что хочу сказать, это как раз-таки обстоятельство заставляет с еще большей ответственностью относиться к качеству, к обеспечению по предоставляемым кредитам. Потому что мы понимаем, что сегодня, когда сберегательный банк в таком тяжелом состоянии находится, позволять себе предоставлять кредиты необеспеченные, это, по сути, ну, как бы преступление, потому что ты изначально закладываешь механизм невозврата денег. Именно поэтому сберегательный банк, когда проводит политику кредитования, обязательно мы еще через наблюдательный совет сберегательного банка дополнительно перепроверяем, требуем обеспечения с тем, чтобы быть гарантировано, что эти деньги вернутся, и вкладчики, которые принесли деньги в Государственный банк сберегательный, они их получат своевременно. Хочу сказать, что за все время и введения временной администрации и после не было ни одного случая, чтобы мы отказали вкладчику, не вернули ему деньги, не заплатили проценты. Это исключенный сценарий. Мы должны понимать сегодня, что сберегательный банк, по сути, это сегодня по факту проект Национального банка и находится под таким контролем жестким, который проводит политику, которую мы как учредители, как собственники сберегательного банка делаем все, чтобы сберегательный банк стал крепким, здоровым и конкурентоспособным. Вот как вы можете коротко оценить состояние Сбербанка Абхазии сегодня и расскажите немного о плане финансового оздоровления, который был принят тоже временной администрацией? Значит, если образно сказать, больной из комы попал в реанимацию, а сегодня есть у нас процесс перевода из реанимации в общую палату. Так, если сказать. То есть он у нас больной, сберегательный банк, но оздоравливается, да? То есть самое страшное позади. Мы пережили сложные годы сберегательного банка. Это 2017 год, 2018 год, когда мы с трудом находили деньги, чтобы заправить 1-2 банкомата на весь город. И это было для нас большим достижением. Хотя, понятно, клиенты возмущались. Всего 1 банкомат Сбербанка работает в городе, 2 максимум. Понятное дело, люди возмущаются, но при этом люди должны были понимать, что, слава богу, хоть 1 банкомат работает. Он вообще мог не работать никакой, и банк мог бы обанкротиться. Да? Мы эти сложные времена прошли. И еще раз повторюсь, что сегодня не идеальная ситуация, но она намного лучше, чем была. Этот процесс, который идет, он должен привести к ощутимым результатам. В основе этого процесса идет стремление повысить эффективность работы Сбербанка за счет, главным образом, оказания услуг по кредитованию. В период действия временной администрации Банком Абхазии разработан новый план мер по финансовому оздоровлению Сбербанка со сроком реализации до 2026 года, в рамках которого запланировано проведение следующих основных мероприятий. Это увеличение собственных средств капитала, продажа активов, не приносящих доходы, улучшение качества кредитного портфеля, включая замену неликвидных активов ликвидными, переход на новую автоматизированную банковскую систему. За период действия временной администрации по всем кредитным продуктам общее количество получателей кредита физических лиц составило более 4000 человек. Было выдано кредитов на общую сумму 295 миллионов рублей, что позволило увеличить доходы банка по выданным кредитам с 1,6 миллионов рублей до 10 миллионов рублей в месяц. Таким образом, доходы от кредитования за период действия временной администрации составило более 23,5 миллионов рублей. Спрос на кредиты, несмотря на то, что ставка по кредитам
очень высокая, на самом деле высокая ставка по кредитам, больше 100 миллионов рублей в месяц. То есть если были ресурсы в достаточном количестве, при таких высоких ставках Сбербанк смог бы предоставить от миллиарда до 1,5 миллиарда рублей вот этих микрокредитов. Но даже сегодня, к сожалению, такого количества ресурсов в виде вкладов населения не существует. Поэтому вот мы все время думаем о поиске новых ресурсов, потому что именно разница на ставках между привлеченными вкладами и выданными кредитами лежит в основе доходности сберегательного банка. Спасибо за беседу, Беслан Владиславович. Все мы наблюдаем за успехами в вашей работе и желаем вам удачи в дальнейшей работе. Спасибо большое. На сберегательном банке, как на системообразующем банке Абхазии, лежит большая ответственность. Любые изменения внутри этого банка сильно влияют на экономику республики в целом, а малейшая нестабильность может привести к глобальным изменениям всей финансовой системы и даже к кризису. Проведенная временной администрацией Сбербанка работа позволила стабилизировать ситуацию и направить сберегательный банк на путь финансового оздоровления и развития.